Все, доброе утро. В Китае здесь на 5 часов, на час вперед от вьетнамского времени. Получается на 5 часов от Москвы. Надо привыкать. Пораньше вставать. Ну, сейчас уже время сколько? 9 доходит. Нормально. Выспался вроде. Сегодня на перевал. Вперед. Все, едем дальше, собрался. Так птички здорово, по-весеннему уже совсем поют. Ощущение, как будто я уже в какой-то почти в средней полосе. Хвойные уже растут. Ну, горы. Горы. Но уже, говорю, далеко вот, да, уже тех субтропических берегов. Природа другая совсем. Хоть и бананы растут. В бутылочку хорошо здесь играть. Или в поле чудес. Опа, сектор приз на мне. Сейчас заехал в едальню здесь. Взял мифана, сейчас жду. Риса надо поесть с утреца, а то что-то. Каша, она быстро проходит. Вот вчера поел, она все быстро переваривается, быстро усваивается. Ну, тем и хорошо, в принципе. Но чаще просто надо есть. Китай, Китай. Нифига мне тут дали кастрюльку. Вот что мне нравится Китай, здесь у них порции большие. Они не жалеют. Ох, я все съел. Теперь на целый день я свободен. Вон имбиря сколько. Все, до перевала чуть-чуть осталось. Вон речка уже в ручеек превращается. Немножко. Туннелька. Оу! Скоро уже перевал должен быть. Эх, жалко, у меня сейчас интернета нет. Что за народ здесь живет, интересно. Вот тибетцы. Вот красавицы, это их народные костюмы.
Вот это инструмент народный. Вчера же мост проезжал, такие две штуки, штукенцы бамбуковые торчали. Вот это они, оказывается. Классно. Плохо без интернета. Обычно заранее ничего не смотрю, куда еду. Я уже смотрю непосредственно на местности. Осматриваюсь. Уже прохладненько, так свежо здесь. Тучки с севера налетели. Весна. Что это только не знаю. Все, почти перевал уже, чувствую. Ручейка уже вообще нет. Что за фрукты? Во. Не знаю, что это за фрукты, решил сейчас попробовать. Где еще такого попробую? Килограммчик один. Да, один. А? Да, 1 килограмм. Ваня. Да, один. Да, один, да. Взял килограммчик. Вообще вкусно. Даже не знаю, с чем сравнить. Вначале вроде на хурму похоже немножко. От всего по чуть-чуть. Ну все, сейчас небольшой туннелька. Как небольшой? 417 метров. И за ним уже пойдет плавный спуск. Резкого по ходу спуска не будет, будет плавный. Ну это посмотрим. В общем, подъем в перевал 28, почти 50 километров вышел подъем. В большей или меньшей степени. Теперь спуск. Вот этого фрукта, кстати, вон все холмы в нем растут. Покупать я его больше не буду, раз такая возможность есть. Мы же не китайцы, правильно? Мы же разбойники с большой дороги. О, высота, кстати, здесь 1600 метров. Не так высоко. Но по сути подъем почти с уровня моря, так что нормально.
добро пожаловать в Кипиш китайский. Сейчас ближайший город Мэнгзи. Спустился всего на 300 метров с перевала, то есть спуска как такового нет, это горная равнина. Ух ты, веломагаз. Сейчас посмотрим, что тут есть. Мне ж фонарик надо. Вот, дошел в магазин Кронус. Что-то только ничего нет из фонариков. А так ничего, выбор вроде нормальный. О. Фонарей нет. Колесики. Фу, ну вот братуха мне предложил душ принять. Да, туда. Говорит, давай, что, душ есть. И я-то не против. Классная вещь. Оп. О, вообще отлично. Оп. О. Сейчас кайфанем. О, се-се. Вообще вот так вот. Фух, помылся вообще классно. Как будто можно теперь в новое это. Опять забыл помыть-то. Как всегда. Татуировка. Ох. Сейчас я без интернета, здесь Wi-Fi поймал. Пока посижу. Не, фонарики, короче, есть здесь. Но только вот эти кривские. У меня уже два таких было, только поменьше оптика. Нафиг я такой брать не буду больше. А дуашал такой. А? Дуашал. 多少钱？ Доуся. 这个100块， Сколько это? 100块。 Я не знаю сколько. Сейчас. Дуася. А, 100 юаней. Ну, короче, 800 рублей. Не, я хочу что-то другое попробовать. Как же кайфово ехать свеженьким, а? Вообще класс. Ого, интересно здесь дубляция на арабском. Муслим Авеню. Интересный здесь кирпичный завод. Все как по старинке в таких. Обжигается. По старой технологии. А так посмотришь, как будто какие-то раскопки здесь раскопали. Археологические. Здесь сплошняком металлургический комбинат один. Здоровый. Заехал поужинать. Но если вот сравнивать такие столовые, едальни с Вьетнамом и Китаем, то во Вьетнаме более цивильный. Здесь забегаловки такие, более много антисанитарии. Я пока не привык еще к ним, ну, как с ними общаться.
с заведующими. Но по цене пока дороже уходит, как мне кажется. Вот это вот рис, по сути, с яичком за 10 юаней. 1 юань это 8,5 рублей. Короче, за 85 рублей я это мог бы сам сварить гораздо дешевле с яичками. Но не всегда так, как попадешь, по-разному бывает. Пока еще просто адаптация идет. И очень много мух в китайском заведениях. Все, уже подыскиваю себе место на ночлег. 90 километров проехал, 92. С учетом подъема все 100 есть. Сейчас, надеюсь, что-то нормальное найду, тихое. Ну все, поставил палатку, нашел место. Вот второй день закончился, проехал сегодня 90, 95 почти. Вот симку я так и не нашел, пока без интернета. Да и хорошо, пускай отдохну от интернета чуть-чуть. Пораньше буду ложиться спать, а то с интернетом не заснешь. Сидишь, смотришь, что там нового. Да ничего там нового-то и нет. Все по-старому. Теперь отдыхать. Ой. Все, доброе утро. Сегодня оно солнечное утречко. А там за перевалом постоянно в туманах. Здесь другая атмосфера уже. С моря, с океана уже не надувает ветер, воздушная масса. Здесь уже свой микроклимат. Ой, собираться, ехать. До Куньминя 240 километров. Так что, может быть, завтра вечером даже там буду. Если сегодня сотку сделаю, останется 140. Нормально. Все, поехали в ту дорогу. Вот и спуск идет. Небольшой такой. Спуск с той горной равнины. Сейчас свернул в один городочек. Можно через город ехать, можно по трассе. Я решил через город, надо симку посмотреть. Ну, сейчас заехал лапшичку покушать. Снова целую кастрюльку здесь дали.
дальше, дальше. Здесь все заводские районы, все промышленное. Горы рядом. Опа. Добывают все. И, кстати, здесь гудят в Китае меньше. Вот в этой области, в Юнане пока, вообще почти не гудят. Очень редко. По сравнению с Вьетнамом, здесь вообще рай в этом плане, в дорожном движении. Спокойно. Водители понимающие. Вот это. Все, сейчас за симкой пришел. Ткнул сюда вот. Но это, говорит, только на Юнане. Надо мне по всему Китаю интернет, чтобы. И вот они сейчас там решают что-то. Сейчас идем, походу, в главный офис идем, China Mobile. Главное, чтобы меня в полицию сейчас не сдали. Во. 你来自哪里？ Да,俄罗斯. 俄罗斯啊？ Да. 哦，你汽车 Да, 环 туда. 游世界呀？啊？ Монголия. 哦，好消息，好消息！经常88到南京站运动手报中。好消息，好消息！ Нет, там не работает, в общем. А? А я камеру снимаю. Муви. Вот, едем другой. 哎呀，你乘过去是不是啊？给你的朋友看看，看这啊。 Едем в другое место. Все, выбрали номер, сейчас что-то решают. Ну тут цены, в общем, очень большие. Получается, они мне предлагают 170. Сейчас я плачу 158 юань, это почти 1500 рублей. И получаю в месяц всего лишь 2000 мегабайт. Но это очень мало и очень дорого. Я не знаю, сейчас думаю, что нафиг мне это такой интернет нужен за такую сумму. Все, Все, в общем, я решил не брать эту карту, нафиг она такая дорогая нужна. Лучше буду также по старинке через Wi-Fi. Это был China Mobile, но я, насколько знаю, есть еще один оператор, China Unicom.
посмотреть еще надо. Надежда есть. Но 250 юань за 2 месяца с 2 гигабайтами в месяц, то есть 4 гигабайта, это очень много, это очень дорого. Даже, не знаю, сравнить с Вьетнамом, это просто не сравнивается. Вон сколько удобрений. Дышать невозможно, ужасно. Поля. Опа, я горох на горизонте нашел. Опа! Плантации гороховые. Только что-то гороха не вижу. Оп. Что, нет что ли гороха? Мало гороха что-то. Пустых много. Еще не спелый, видимо. Как же китайцы все-таки уродуют ландшафт. Столько пыли летает с этих полей засеянных, все летит. Ужасно просто. Нет места тут дикой природе какой-то. Только в горах где-то далеко. Ох, тяжковато, уже подъемы даются. В ногах сил свежей нету, уже силы все исчерпаны. Подъемов таких больших нет, но маленькие такие перевальчики есть. Еще пыли много, дышать тяжело. Что-то у меня, не пойму от чего, немножко одышка начинается. То ли от цветов, от того, что цветут. Много растений цветет здесь. Во Вьетнаме не было такого.
Одышка мучает. Наверное, все в совокупе. И цветы, хотя у меня никогда такого не было. От пылюги много добывают здесь пород, возят, прям не закрывают тенты, и все летит. Скорее всего, от этого. Надо повязку, маску одевать. Она у меня есть, только в ней очень жарко ездить. Температура довольно жаркая. Теплее, чем за перевалом. Ой. Заехал лапшички поесть. Вымотанный я, капец. Вот Китай, он Китай. Смотрите, какие дороги грязные. Все в пыли. Много самосвалов, везут грунт, и все летит просто. Обочины нет. Дорога узкая получается. Теперь сплошь виноградники пошли. Ну, сейчас зашел в супермаркет. Думаю, на вечер что-нибудь взять. Да и вообще посмотреть по ценам, что тут изменилось. Нет? Надо мне арахиса взять жареного. С кашкой. Все, посидел, Wi-Fi половил, чуть-чуть перекусил и еду на ночевку. Настроение хорошее, сейчас проехал 101 километр. Хорошее, потому что норму сегодня выполнил, 100 километров. Сейчас чутка проеду, встану. Так, мониторинг.
Не, что-то здесь свалка какая-то, тухлятиной пахнет, здесь вообще не вариант. Туда я ехать вниз не буду. Сейчас найдем местечко. Здорово, здесь красиво. Все, нашел местечко, сейчас ставлю палатку. Прохладно так. Амплитуда большая, ночной и дневной температура. Это хорошо, значит, погода будет ясная в ближайшие дни, по крайней мере. Я надеюсь. Вот так вот. Тяжелый сегодня день был. Сейчас проехал в итоге 110 километров. Ну как тяжелый, трудный, трудовой, обычный. Просто в китайские условия, вот эта пыль, грузовики. Ну ладно, хоть здесь понимающие водители нормально. Не наглеют. Фух. Теперь серии я буду выкладывать редко. Wi-Fi много здесь, но он везде слабый. И сам буду выходить в интернете очень редко. Раз в день. В лучшем случае. Ну, в лучшем случае 2. Раз-то я найду где зайти. Ладно, спокойной ночи. Оставлюсь. Завтра будет Куньминь. Скорее всего. Только я не знаю, что я там буду делать. Заселяться в хостел. Ну, отдохнуть по-любому нужно. Я не знаю, сколько здесь хостелы просто стоят. Вообще, как тут с ними дела обстоят в Китае. Ну, разберемся.